Это программа «Актуальное интервью», в студии Иван Лазаренко. Здравствуйте. 10 октября – Всемирный день психического здоровья. Как в сегодняшних непростых условиях избежать тревожности, не впасть в уныние и находить радости в жизни? Об этом поговорим с врачом-психиатром, психотерапевтом Валентиной Алексеевой. Валентина Владимировна, здравствуйте. Здравствуйте. Расскажите, от каких факторов зависит устойчивость психического здоровья человека? Это классические факторы, которые вообще говорят о личности. Это врожденное качество, темперамент, характер и направленность. Темперамент — это биологическая часть личности, она достается нам от родителей. Мы, к сожалению, ничего сделать не можем, да. А характер — это реакции человека на жизнь, которая формируется под влиянием среды. И они достаточно устойчивы, эти факторы и эти реакции. И последнее, то, на что мы можем, на характер мы тоже можем влиять. И то, на что мы можем влиять и вообще осознанно к чему-то направляться, это так называемое социальное стремление человека. Это результат тоже сценарных решений, это то, куда человек вообще хочет двигаться в своей жизни, то, что ему надо. Вот это вот основные три таких качества, от которых зависит устойчивость человека. А можно ли говорить о том, что пандемия коронавируса серьезно повлияла на психическое здоровье населения в целом? У меня есть опыт достаточно такой большой, я бы сказала. Когда началась эта история с пандемией в России, в Якутии в частности, я вела прием как врач-психотерапевт в одной из частных клиник. И так уж случилось, что обычные больницы, которые всегда принимают людей, они были закрыты, и очень много таких состояний, достаточно тяжелых, можно даже сказать ургентных. То, что я в обычной своей практике не наблюдаю, приходилось заниматься этим мне. Я чувствовала себя, знаете, как врач-психиатр приемного покоя. То есть люди были в достаточно тяжелом состоянии психическом, и нам приходилось справляться с этим в амбулаторных условиях. И пандемия действительно серьезно повлияла на психическое состояние людей. Но может ли тревожность или какая-то мнительность людей сделать их более уязвимыми для инфекции вирусов? Я абсолютно считаю, что эмоциональное состояние человека является ведущим состоянием ведущим, которое определяет именно здоровье человека. Потому что эмоциональное напряжение, к чему оно приводит? Представьте, что вот вы, например, берете свою руку и вот в таком напряжении все время ее держите. Что станет с вашей рукой? Через какое-то время она просто-напросто устанет и перестанет функционировать. То же самое происходит с нашей иммунной системой и с нашим эмоциональным состоянием. Когда мы постоянно находимся в напряжении, постоянно находимся в тревоге, у нас выделяется огромное количество гормонов стресса, таких как адреналин и кортизол. И это, конечно же, приводит к так называемому синдрому дефицита надпочечников. И, к сожалению, у этого очень много последствий, в том числе и снижение иммунитета. И поэтому очень важно заниматься своим эмоциональным состоянием. Даже есть такое выражение, может, вы его слышали, что если ты упадешь, просто упадешь, то тебя поднимут. Но если ты упадешь духом, то тебя растопчут. Может, слышали, не знаю, такое распространенное выражение. Давайте поговорим о человеческом общении. Люди, особенно пожилые, больше всего страдают от недостатка общения, да и более молодые сейчас преимущественно общаются онлайн. Может ли виртуальное общение заменить личное? Частично, конечно. Частично оно может заменить. И я думаю, что в условиях того, что мы не можем себе позволить больше, но не все могут. Кто-то может, кто-то нет, но я думаю, что даже общение онлайн, оно, в принципе, как-то греет душу. Но все-таки, когда мы общаемся вживую, там происходит не только вербальный контакт, там происходит очень много других контактов, в том числе и
Ну, самое такое, что мы можем себе позволить, это телесный контакт. Одна из базовых потребностей человека, она не может быть удовлетворена онлайн. Базовая потребность — это потребность в прикосновении. Мы без нее, ну, качество жизни наше снижается в разы, если мы не удовлетворяем эту потребность в тактильном контакте. Но онлайн — это, скажем, что есть, чем приходится довольствоваться. Но это я не думаю, что это 100% может заменить живое общение. Конечно, нет. А на дворе осень, и многие традиционно связывают это время года с унылым настроением. Как распознать начавшуюся депрессию, и можно ли самостоятельно с ней справиться, или все-таки всегда нужна помощь определенных специалистов? Классическая триада, которая в психиатрии применяется для диагностики депрессии, называется триада Протопопова. И там очень четкие критерии. Это заметно сниженное настроение. То есть настроение это считается устойчивым таким эмоциональным состоянием. И если вы замечаете, что ваше настроение достаточно длительно снижено, то есть вы понимаете, что вас не радуют те вещи, которые вас радовали всегда, или в вашем состоянии происходит такое, что вы становитесь более разрушительным, чем вы были всегда, это может говорить о начале депрессии. Кроме того, вторым таким пунктом это является замедление скорости мышления. То есть больные с депрессией производят впечатление, что они, такие, знаете ли, заторможенные, какие-то вялые. Кто-то даже может сказать, что они там глуповатые, да, но это на самом деле не так. Дело в том, что скорость мышления замедляется в разы. И даже люди так и говорят: вы знаешь, вот раньше я мог там и то прочитать, и это запомнить, то есть я был интеллектуально достаточно продуктивен, но в депрессии у людей происходит так, что скорость мышления замедляется в разы. И обычно люди это замечают, но может быть так, что человек сам не замечает, потому что он, например, погружен в себя, да, но его близкие или, например, друзья, да, они могут сказать, что ты знаешь, вот как-то ты изменился, ты как-то вот стал немножко другой. Да? И последнее — это снижение волевой активности. То есть у нас вот такая триада — это тогда, когда человек стал в разы менее активным физически, чем был всегда, потому что в депрессии людям хочется меньше двигаться, не так, как раньше. Если раньше, наоборот, хотелось и туда, и сюда, и, не знаю, в кино, в театр, в кафе, что сейчас у нас все вроде как открыто, да, то в депрессии у людям нет сил, как будто. Они так и говорят: вы знаете, может быть, я и пошел, но как-то вот. Кто-то называет это ленью, кто-то может сказать: да, действительно, у меня нет сил. Это такая классическая триада. И вы знаете, я бы не рекомендовала людям пытаться преодолеть депрессию самостоятельно по той простой причине, что у депрессии всегда есть очень много негативных последствий, начиная от психосоматических расстройств, тех или иных разных психосоматических расстройств, заканчивая нарушением социального взаимодействия. То есть люди действительно и в социуме, и в обществе, и в семье получают какие-то не очень приятные последствия, тогда, когда случилось такое состояние. А может ли депрессия, особенно длительная, нести какие-то серьезные последствия и вред для организма человека? Да. Начиная действительно, вот я как говорю, психосоматических расстройств, да, у нас есть классическая чикагская семерка, так называемая, и, наверное, вы знаете все эти заболевания, такие как сахарный диабет, гипертоническая болезнь, что еще? Гипертоническая болезнь, неспецифический язвенный колит. В общем, и много других заболеваний. Это все может быть действительно приводить к серьезному такому ущербу для здоровья человека.
И кроме всего прочего, ну, социальные всякие разные взаимодействия тоже страдают, потому что человек в депрессии не может поддерживать ту социальную жизнь, которая была у него всегда. То есть можно даже так сказать, что и в семье он становится не слишком как бы продуктивен, да, и в работе, конечно же, и в каких-то других социальных контактах, то есть человеку действительно становится сложно и тяжело жить в состоянии депрессии. Но ваш совет как специалиста, как и где находить в условиях нынешних ограничений какие-то радости в жизни? На самом деле радости в жизни, конечно же, много, но советы давать легко, но вы знаете, я искренне считаю, что каждый человек прекрасно сам знает, как ему вообще, ну, может быть, не всегда знает, но он может стремиться к тому, чтобы узнавать себя и понимать, что для меня хорошо. Вот что меня вообще в жизни радует, что мне облегчает существование, как я могу взаимодействовать с миром, с людьми, с коллегами и так далее, для того, чтобы мне было лучше. И самое главное, что мне кажется, для человека очень важно, это все-таки то, куда направлен фокус внимания человека. Вот куда направлен фокус внимания, то и развивается. Если человек направляет свой фокус внимания на то, что у него, к сожалению, в жизни все плохо, все разрушается и так далее, это будет увеличиваться. Я сейчас не призываю никого к позитивной психологии и не говорю о том, что надо срочно не смотреть на все свои сложности, но можно относиться к ним по-другому. Можно действительно смотреть это как на преграду, а можно как на что-то другое, как на возможность, например, да? И, может, вы слышали о том, что, такая тоже пословица есть, что в человеке живут там два волка, один светлый, другой темный, побеждает тот, кого ты кормишь, да? И сейчас в последнее время очень много говорится именно об фокусе внимания, и даже есть такое направление в педагогике, я не знаю, конечно, сколько оно развито, но я о нем слышала, о том, что учителя перестают пользоваться красной ручкой, потому что красной ручкой они подчеркивают ошибки человека. И то, насколько ребенок непродуктивен, слаб, еще что-то. Учителя стали использовать зеленую ручку, это вот в каких-то таких очень прогрессивных школах, и зеленой ручкой они подчеркивают то, что тебе особенно удалось. То есть там, где у тебя получились красивые буквы, красивые цифры, где ты решил правильные примеры. Так вот, я предлагаю каждому из нас взять в свою жизнь зеленую ручку. Но все-таки, если человек понимает, что с каким-то своим унылым состоянием он справиться самостоятельно не может, к какому специалисту нужно обращаться, если нужна помощь, и в чем будет эта помощь выражаться? Знаете, я бы порекомендовала, конечно, обращаться к врачам, психиатрам, психотерапевтам. Почему? Потому что врачи, психотерапевты, психиатры могут четко определить, насколько тяжелое состояние у человека. И если это состояние относительно компенсированное, человек справляется со своей жизнью, конечно, он может в последующем заниматься психотерапией с психологом. В этом нет ничего плохого, это замечательно, сейчас психология развивается. Но если состояние у него более чем тяжелое, то есть если оно более тяжелое, чем такое состояние, с которым может справиться психолог, то, к сожалению, в этом состоянии придется принимать те или иные лекарства. Но я, например, не сторонник лекарств. Последние несколько лет я стараюсь работать с людьми без лекарств. Но если уж совсем состояние тяжелое, то, конечно, приходится. Поэтому я все-таки рекомендую обращаться сначала к врачам, потому что такая субдепрессия — это диагноз исключения. Валентина Владимировна, я благодарю вас за беседу. Спасибо, что ответили на наши вопросы. Всего вам доброго. Спасибо.
Это была программа «Актуальное интервью». Как сохранить свое психическое здоровье? Об этом мы сегодня разговаривали с врачом-психиатром, психотерапевтом Валентиной Алексеевой. До встречи в эфире.